Русские могут простить царю все, кроме поражения. Им так хочется утонуть не в одиночку. Я тащусь. Отбивать от диктатур Беларусь придется все-таки белорусам. А тут можно ругаться матом? На уровне абстракции, безусловно, Россия сейчас выглядит максимально чудовищно, и это, мне кажется, еще недостаточно осмысленно в нашей части Европы и в Беларуси в особенности. Весь, там, не знаю, вот зловещий характер происходящих событий. Мне кажется, что для части белорусов, может быть, эта война по-настоящему до сих пор не началась. Но как бы все-таки для меня Россия — это не просто абстракция. Я там прожил немало лет, я создавал там компании, запускал бизнес, нанимал людей, завел какое-то количество друзей и знакомых. И подавляющее большинство из них оказались прекрасными людьми. Никто не то, что не поддерживает войну, но даже не пытается ее оправдывать. А есть еще такая, как вы знаете, в России стыдненькая позиция, что не все так однозначно и так далее, что, может быть, нас заставили, хотя мы не хотели. Так вот, среди моих знакомых таких не оказалось, может быть, какие-то знакомые знакомых, но я вот как-то действительно анализировал свой российский круг общения на предмет там зигования и с радостью обнаружил, что все люди, которые подверглись вот этому имперскому припадку, они, в общем-то, были отчислены мной из круга общения раньше по каким-то, так сказать, иным, в общем, проявили себя мудаками неким иным образом. Примерно половина уже моего круга общения из России выехала, и большинство из выехавших знают, что они выехали, как минимум до конца путинизма, и они там уже не живут. У меня в России, в Москве есть родственник. Он взрослый человек, успешный был до войны. Он как раз попал в число бизнесменов, которые очень много потеряли на этой войне. Из-за санкций очень много проблем с платежами, в принципе, с бизнесом. Мы с ним созвонились на второй день войны. У нас произошел очень долгий и, надо сказать, очень интересный разговор. Вообще, у меня есть такое правило по жизни — не ограничивать себя только теми людьми, чье мнение я разделяю. То есть это вообще опасно — общаться только с теми, с кем ты согласен. Прелесть моего родственника из России в том, что он довольно честно рассказывал про свое видение русской идеи, свое видение имперца, признавшись, что всякий русский на самом деле в глубине души имперец, и ничего ты с этим не сделаешь. И рассказывал про то, что есть там очень тонкая прослойка либералов в России, на которую нет смысла опираться, о которой нет смысла говорить, она недостаточно широкая, не те цифры, которые могли бы что-то изменить. Есть там усредненный такой русский, который, это все я рассказываю его картину мира, этот усредненный русский, значит, не является ура-патриотом, то есть он не совсем уже оголтелый, но в нем есть многие русские черты. Один мой знакомый знакомого оказался, Максим Дбарова зовут, мы с ним он был в свое время предпринимателем, мы с ним пересекались по предпринимательским делам. Я его, конечно, с удивлением обнаружил на встрече с Путиным, где они там вместе с Путиным на пару обсуждали, как же вредна для России Википедия, и что нужно создавать свою какую-то православную Википедию, которая будет правдивой, и так далее. И для меня, оказалось немножко, что-то было внутри, что мы с человеком обсуждали, user acquisition, развитие, куда движутся интернет-технологии и так далее, а тут человек собирается создавать православную Википедию, чтобы она нравилась Владимиру Владимировичу, и ему, кажется, еще лет 35 всего лишь, он отнюдь не какой-то совковый чувак. И, значит, родственник мой сетовал о том, что в России большая проблема, давно кризис национальной идеи, и ничего лучше фильма «Брат 2» в качестве национальной идеи придумано не было. И мы очень долго разговаривали. Он сказал, что, во-первых, нужно понимать про русских такую вещь, сказал он, что русские могут простить царю все, кроме поражения. И, соответственно, если эта война не будет выиграна,
она уже на второй день не было похоже, что она достигает тех целей, которых было заявлено. Скорее всего, это плохая новость для Путина. И если стоит рассчитывать на то, что Путин закончится, то не потому, что либералы встанут и пойдут на марш, а потому что его снесут те, кто не простит ему, что русские, не выиграли эту войну. И дядя мой, он, конечно, в ужасе от этой войны. И что забавно, он тоже из тех, кому не очень важно, наверное, даже денежные потери от этой войны. А для него большая катастрофа — это то, что та Россия, которую он знал, она закончилась 24 февраля. И то, что будет дальше, скорее всего, будет поначалу точно хуже, и неизвестно, станет ли когда-нибудь лучше. Для все-таки гражданских, и тем более в Беларуси, мне кажется, важность разговоров очень высокой. И мы тоже должны понимать, да, все-таки в момент успехов Украины на фронте, когда там освободили Киевскую, Черниговскую область, часть Харьковской, Сумскую, была, мне кажется, у некоторых иллюзия, что вот сейчас ВСУ принесут нам всем освобождение, не только себе, Украине, но и белорусам, и, может быть, тем россиянам, которые давно антипутински настроены. К сожалению, этого не произойдет. Война — это очень жестокая, болезненная вещь. ВСУ теряет очень много людей для того, чтобы просто защитить свою страну. И им придется много терять для того, чтобы Украину защищать, а отбивать от диктатур Беларусь придется все-таки белорусам. А Россию делать не зловещей имперской страной, а какой-то нормальной европейской страной тоже придется русским. И в этом смысле наличие таких людей в России важно, в том числе для нас, для белорусов и для украинцев, чтобы война не возобновилась снова когда-либо, или чтобы угроза поглощения Беларуси, которая сейчас, мне кажется, абсолютно реальной, чтобы она отошла. У меня есть в России Андрей Платонов, Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Иосиф Бродский, конечно же. У меня в России масса личных привязок, и они никуда не исчезли. Мне абсолютно все равно, какого цвета паспорт у человека. Я измеряю свои контакты не паспортом, не языком, а коммуникацией, не какой-то грубой прагматикой. Если человек мне интересен, я с ним имею дело. Прекрасный вопрос, в чем разница между нашими народами. Скажите, а в чем разница между бурундучками и хомячками? Вот это нужно вообще кому-то доказывать, что это разные виды животных? Мне это кажется совершенно очевидно. Точно так же и здесь. Мы просто разные породы. Мы просто разные виды существ. И это совершенно нормально. И хорошо, что мы разные, и не дай бог мы когда-нибудь станем одинаковыми. Я думаю, что проблема в том, что с высоких трибун и из всех телевизоров нам столько кричали о славянском братстве, что в него в конечном счете поверили даже те, кто в него не верит. То есть люди вполне себе либеральные, прогрессивные и так далее, в нужный момент неожиданно включают провластный телевизор и начинают рассуждать, как ребята из команды Путина или люди усатого Александра Григорьевича. Да? Я думаю, что это все издержки контекста, издержки инерции мышления. Нужно раз и навсегда разучиваться быть одинаковым и понять простые вещи, что мы никогда не будем россиянами, а россияне никогда не будут белорусами. И это прекрасно и удивительно. Если упростить все, то мы все-таки такие проевропейские, антилукашенковские белорусы, мы себя ощущаем большинством, пусть и подавленным, да. А в России люди европейских взглядов пока себя большинством не ощущают. И возможно, не являются большинством. У нас как раз был разговор про отличие имперского мышления от мышления жителей национального государства, и которое заключается в том, что у жителей национального государства целей, как кажется, имперцу немного. Хорошо жить, хорошо зарабатывать, чтобы страна развивалась. В общем, такие примитивные бытовые цели. А имперец относится к этому с некоторым презрением, потому что у имперца есть сверхидея всегда. Он всегда ради чего-то более высокого, чем он сам живет. Собственно, и тут мы возвращаемся к тезису, что в России со сверхидеей просто плохо. Была бы сверхидея какая-нибудь типа получше, считает мой родственник, может быть, бы сложилось что-нибудь. В общем, я тут сейчас как транслятор мнения, потому что мне важно оставаться
на связи с тем, с кем я не согласна, чтобы понимать, как они думают, потому что, как минимум, в моей работе это абсолютно необходимо. Вот. И в чем-то я, наверное, понимаю его, когда он говорит про имперское мышление и про национальное государство. Меня устраивает быть жителем эгоистичным, приземленным жителем национального государства, которому не нужна сверхидея в виде, там, не знаю, какой-то территориальной экспансии по всему миру, но мне понятно, почему житель империи может так относиться к жителю национального государства. Многие россияне вообще, ну, там, условно говоря, позавчера начали интересоваться происходящим вокруг них. И мы имеем дело очень часто с людьми, которым просто не хватает, ну, они не информированы. Они не понимают, что происходит пока до конца. Они там реально ходят, ну, там, потрясают кулаками, говорят про братские народы, которые их все предали. Хотя это никакое не предательство, никакими братскими народами там в широком смысле мы не являемся. А почему я вообще должен об этом думать? Я вот не могу понять, знаете, почему я, не знаю, встаю в 7 утра, завариваю кофе и сразу должен начать думать, а как там Россия? А мне все равно. По большому счету, мне все равно. Вы знаете, если у соседа все нормально, и он перестает или не начинает бить в посуду о твою стену, да, мне пофиг, что у него там происходит. Это его собственное внутреннее дело. Я не хочу постоянно думать о России. Я бы хотел бы постоянно думать об Украине. Я бы хотел бы постоянно думать о Беларуси. Я хотел бы постоянно думать о том, что со мной будет завтра, потому что я не знаю, что со мной будет завтра. Вот эти вещи для меня принципиально важны. А что и где там случится в Москве, ну, если мне будет интересно, я просто загуглю. Знаете, вот, в принципе, вот, хороший образ, да? Напряжного соседа начинают замечать, когда он начинает хамить и хулиганить, да? И тут возникает вопрос, что с ним делать, и это делать еще более очевидным наше принципиальное различие. Есть такая история, как машина имперской мифологии, которая живет у нас по соседству. И есть другая история. История колониального авторитаризма, да? История нашей собственной маленькой игры в Наполеона, расходным материалом, который становится вся нация. Совершенно очевидна разница. И то, что и там у власти недоумки, простите, не говорит ничего о том, что мы похожи. У нас это ужасный опыт, но это опыт уже второго года сопротивления очень злому, очень жестокому и достаточно очень сильно диктаторскому режиму, который как бы набирает обороты постоянно. И поэтому существует в интернете этот такой спор между русскими и белорусами, когда русские говорят, что ну, а что мы можем сделать? Мы же, вот же нас бьют, когда мы выходим на улицу, выходят белорусы, и как на этом меме с Мелом Гибсоном и окровавленным Иисусом, такие, да, очень интересно. А вот знаете, что у нас? И начинают просто там рассказывать, как бы, что произошло с белорусами, начиная с 2020 года. Но в этом смысле, в общем, различие очевидно, и белорусы, да, несут сильно меньшую ответственность и сильно, более сильно включены в сопротивление этой войне. Лукашенко приматывал, и Путин приматывали вот эту белорусскую лодку так накрепко, канатами связывали с «Титаником», экономические связи, там, не знаю, взаимопроникновение карательных органов и как бы то, что русские, кого нужно арестовывать в Беларуси, белорусы, кого им нужно в России, там, и так далее. Вот это эти все 30 или сколько там было карт, про которые все забыли, по унификации законодательств. Вот эта вся подготовка к будущей аннексии, которая, мне кажется, до сих пор возможна. То есть, мне кажется, мы до сих пор находимся в очень высоком риске фактической утраты страны. Другое дело, что даже если это произойдет, я абсолютно уверен, что исторически, ну, там, Беларусь все равно уцелеет, но просто это займет больше времени, потребуется действительно развал как бы окончательной Российской империи и так далее. И очень бы не хотелось в этот сценарий свалиться. Поэтому, да, лодка, не знаю, есть ли в ней парус или нет, скорее всего, в ней есть только весла, и кто-то должен этими веслами грести, чтобы мы не тонули вместе с Россией. Это как бы на самом деле важно, потому что по итогам войны, даже если, там, точнее, если путинизм не будет побежден, если Путин не будет сброшен, то, ну, Россию продолжат душить, да, как бы, а там Украина получит план Маршалла. Вот что будет с Белоруссией, очень хороший вопрос. В выборе между тебя душат просто, чтобы ты не мог на кого-то нападать дальше, и
ты получаешь некую европейскую поддержку и, может быть, какой-то, не знаю, может быть, не фаст-трек, но какую-то вообще траекторию возвращения в Европу. Ну, хотелось бы на втором пути, конечно. Это опять вот все эти метафоры с «Титаниками», шлюпками и так далее. Господи, почему никто не говорит? А вот мы оркестр, который играет на верхней палубе. Все в истерике, а мы жарим свой джаз. Вот об этой речи нет. Вся эта метафорика, все эти сравнительные образы, они изначально ущербны. Почему? Потому что они рисуют нас жертвами. Они рисуют нас несчастными пассажирами корабля, который не мы свинтили, который не мы отправили в путешествие, и уж точно не мы затопили. Да? И вот такие вот хомячки или бурундучки, которые там мечутся по палубе, да, и все говорят: слушайте, так мы же с вами на одном корабле, мы же тонем разом вместе. Да нет, конечно же, не так. Потому что у нас разные истории, у нас разные сюжеты. И наши победы разные, и катастрофы наши, они тоже разные. И вот мне кажется, об этом важно и принципиально говорить, и это важно понимать. Почему в России такая высокая поддержка войны, и почему в Беларуси она гораздо меньше. И здесь очень можно долго уходить в историю, в то, что вообще-то белорусы какую-то свою версию демократии когда-то проживали, там у них были шляхтичи. И это была, да, территория, которая там была в составе разных других больших формирований, не экстремистских. И как бы это страна, прошедшая через большое количество насилия и не через одну там оккупацию. У нас культурный код другой, и отношение к насилию абсолютно другое. И у нас нет вот этой, не выработалось в нас, не во всех, я не буду сейчас тут, значит, под этим гребенком, но не выработалось в белорусах в среднем потребности в царе. Не выработалось этой культуры, в которой есть вот царь-батюшка, он как бы очень классный, а мы все, значит, рабы Божьи. И вот этот инфантилизм, который как бы вот абы за меня как бы тут вот кто-нибудь бы решал, потому что кто я такой, а я буду наслаждаться чувством причастности. Вот, собственно, мой тезис в том, например, что фильмы ФБК про этого Путина и его дворец на российскую аудиторию на самом деле, может быть, был мимо, в том смысле, что русский, смотря на этот дворец, вот такой вот царский русский, он смотрит и думает: ну вот, царь-то мой. Ну, какой у него дворец, видали? Вот не стыдно перед другими царями. Вот хорошо, у нас царь живет, типа не стыдно за него. Ну, то есть нет этого возмущения такого. То есть есть какая-то аудитория действительно либеральная, которая там смотрит на это и думает: охренеть, ну, нифига себе, нормально там он наворовался. Я не думаю, что такая же история вообще возможна у нас. Я не думаю, что... Ну, и не только не думаю, цифры это, в общем, подтверждают, что белорусское общество как бы не стремится к тому, чтобы кормить царя, и, значит, чтобы за его счет царь жирел и всячески, значит, принимал за всех решения. Белорусская национальная идея, на мой взгляд, в том, чтобы от белорусов просто отъебались и дали им спокойно жить. Вот в этом белорусская национальная идея. Просто оставьте в покое, остальное все мы сделаем сами. Мы сделаем отличные себе там бизнесы разовьем, отличную инфраструктуру, понастроим дорог, там, школ, у нас все будет заебись. Просто оставьте нас в покое. У русских, наоборот, мне кажется, у них в широком смысле, наоборот, не оставляйте ни в коем случае нас в покое. Мы абсолютно не знаем, что делать со своей жизнью. Нам очень страшно, и поэтому пусть кто-нибудь другой за нас решает. По крайней мере, вот это, возможно, я сейчас просто бесконечными стереотипами раскидываюсь, но учитывая, что эти стереотипы, в общем, часто обсуждаются и с россиянами, мною, я, возможно, считаю себя чуть вправе их перетранслировать, потому что у меня тоже есть такое ощущение, потому что я вижу в интернетике, что есть такая вот важная отличительная черта. И сколько нужно времени России, чтобы это преодолеть, я думаю, много. А самое главное, что должно произойти, тут сейчас запахнет Зеноном, Карфаген действительно должен быть разрушен, Россия должна перестать быть империей. Я думаю, что это единственный способ вообще, чтобы она, вот эту вот свою ветвь развития или деградации, как посмотреть, остановила и пошла куда-то в более созидательное русло. У нас тоже пока не все в порядке, да, то есть довольно много вот те самые люди, о которых мы говорили, сделали для того, чтобы продемонстрировать, что Беларусь не равно Лукашенко и Беларусь не равно там путинской армии, но все равно нам еще нужно продолжать вот этими веслами грести на нашей маленькой лодочке, чтобы подальше от Титаника отплывать. Все равно воронка крутится, нас туда засасывает, и дело еще не сделано. И ответ на вопрос, что по итогам войны получит Беларусь, жестокую такую закупорку, вот как бы вот эта Восточная Европа, мы хотим от вас отгородиться рвом с крокодилами, и чтобы вы там
хотите, ешьте сами себя, или нас все-таки, или мы сможем оказаться по другую сторону римского вала, этот вопрос еще не решен. И вопрос коллективной ответственности белорусов меня в этом смысле волнует даже больше, чем вопрос коллективной ответственности россиян, ну, просто потому что я принадлежу к белорусам, и эта ответственность определенная тоже есть. Ну, все вот эти люди, которые сейчас укрепляют лукашизм, несмотря на уже пару лет демонстрации того, насколько плох для граждан, для страны вот весь этот колхоз строгого режима, все эти люди, они тоже белорусы, и нам это тоже предстоит еще переосмыслить. Россия, очевидно, совершила гигантский скачок за последние годы и особенно месяцы, и находится, мне кажется, сейчас в одном сезоне с нами. Был за последние недели на нескольких конференциях медийных, где я пересекался, в том числе с российскими медийщиками из независимых изданий. И было очень, конечно, интересно послушать, что вот они говорят о проблемах. Нас признали иностранными агентами, или вот у нас проблема получения виз, там, долгосрочных в другие страны. Я говорю, нет, ребят, слушайте, у вас будут совсем другие проблемы. Вас будут блокировать по-жесткому, ваши там сервера арестуют, как Тутбая, там офис закроют, счета заблокируют. Посадят столько людей, сколько сумеют найти в стране. Поэтому как бы не теряйте темпа вывоза людей. А вопросу как бы типа визы, которую они смогут получить в другой стране, будет, в общем, этот вопрос будет дополнять уголовные дела, которые последуют вдогонку к ним из России. И, судя по всему, вот как Беларусь сейчас собирается, лукашисты сейчас собираются проводить, как это называется, заочные суды, в России тоже все это будет происходить. Поэтому, да, немножко есть такой определенной наивности, которая, я, впрочем, уверен, быстро пройдет, как она прошла в Беларуси в 2020-м. Если мы говорим про сопротивление диктатуре, то россияне сейчас даже не в том состоянии, в котором мы были в 2020-м, а скорее в том, в котором, может быть, мы были там где-то между. Типа там в 15-м, 16-м или 17-м году, то есть когда подавляющему большинству людей, в принципе, было все равно. И как бы люди только начинали как-то вообще там оглядываться. Ну как, не только начинали, я имею в виду, что это было очередное там после 11-го падение этих политизации в обществе большой. И, соответственно, мне кажется, Россия где-то еще сильно до 20-го сейчас. Мой ответ такой, что у нас сериалы разные, соответственно, и серии тоже разные. И точно так же, как нет у нас общей лодки, у нас нет общего сериала, хотя бы потому, что у каждого народа своя партитура, своя ролевая игра, свой список жертв и свой обратный отсчет. То есть у нас, безусловно, есть там, не знаю, своя страна, своя культура, свои исторические корни. Пусть даже действительно мы живем в одной части Европы, и у нас много там культурных прочих связей как с Россией, так и с другими соседними странами, с той же Украиной, на самом деле их, в общем-то, не меньше. Мы вошли в 21 век отдельной страной, и мы, безусловно, должны ей оставаться, даже если мы пройдем через, я по-прежнему считаю этот риск высоким, пройдем через поглощение России. Я не понимаю, почему я должен себя чувствовать частью умирающей империи. Я уже давно живу иначе. И все те, кого я знаю, живут совсем на другой волне. Не на волне русского радио, не на волне провластных русских каналов. Господи, я хотел бы никогда в жизни не знать, кто такой Владимир Путин. И я думаю, что моя жизнь бы от этого только бы выиграла. Независимость, дистанция от событий, которые происходят в чужой стране, это, мне кажется, хорошее лекарство от колониальных комплексов. Хорошее лекарство от представления о себе как о маленьком приложении к большому брату, которому сейчас отчаянно скверно, а ему реально отчаянно скверно. Я вообще спокойно живу отдельно. И все эти вещи, они мне мало понятны. Другое дело, что вот как в случае с фестивалем Продмова, на котором не появился российский суперстар Антон Долин, вот это меня беспокоит больше, чем судьба России. Вот на фестивале Продмова случился казус с Антоном Долиным. Это проблема Антона Долина? Я думаю, что нет. Он себя вполне комфортно, насколько я могу судить, чувствует, насколько это возможно в тех обстоятельствах, в которых он сейчас существует.
Я думаю, что это проблема скорее белорусского оргкомитета фестиваля Продмова, который почему-то решил, не знаю почему, мне так никто не смог внятно ответить, что без российского хедлайнера наш праздник будет неполным. Вот эту логику я абсолютно не понимаю. И дело даже не в том, что пригласили российского критика, как я подозреваю, вполне профессионального и квалифицированного эксперта, а в том, что это сделалось в каком-то странном ритуале какого-то глубинного, такого раболепного отношения к тому, что вот как же вот к нам сейчас вот приедут. Я думаю, изначально вот это неравенство в нашем положении, оно заложено где-то внутри. Оно не обусловлено текущей ситуацией. Это, я повторюсь, это имперские комплексы. Это изначальное чувство этнической, культурной, политической, какой угодно неполноценности. И кажется, что вот сейчас придет чувак с Востока и все разрулит. А это обманное впечатление, потому что чувак с Востока ничего не знает о нас и чаще всего просто не хочет знать. Точно так же, как нам не очень интересны русские, точно так же они не очень интересны нам. И все эти надежды на русских либералов, они, мне кажется, достаточно напрасными, потому что они, насколько я могу судить, они решают свои собственные задачи. А у них свои собственные проблемы, у них своя собственная отдельная война, в которую, если они нас и позовут, то позовут на вторые роли. А вам хочется быть статистом? Мне, например, нет ни малейшего желания. Война — это очень яркий, очень важный пример, который должен нам дать это правильное, абсолютно обоснованное ощущение опасности и желание как бы дистанцироваться от широчайшего проникновения в Беларусь русской культуры, не в том смысле, что мы должны сжечь книжки Толстого, нет, конечно, а в том смысле, что мы слишком много потребляем российского контента, много лет, не замечая этого абсолютно. Это просто стало частью нашей жизни. Я, если что, признаюсь, я одна из этих людей, кто очень много смотрел русского контента. Вот сейчас вот Никита Мелкозеров, например, делает потрясающее дело. Он как бы вот взял себе миссию, что я буду развивать белорусский YouTube. Нам нужно научиться потреблять собственный контент, нам нужно научиться любить своих исполнителей до того, как они становятся популярными в России, и в целом ценить сделанное у нас в стране и делать это самим постоянно. То есть производить что-то, что наши же соотечественники будут потреблять, будь то контент, какие-то культурные феномены, какие-то там мысли какие-то там, я не знаю, про бизнесы, проекты и так далее. Вот. И почать користатися русской мовой.